Гульзия Асанова родом из Севастополя. Вспоминает, ее дом был прямо у Сапун горы. Она 6-летней девочкой помнит, как ее дядя Эдем Смаилов 1923 года рождения ушел на войну. Ему не было еще 18 лет, он пошел на курсы младшего лейтенанта 9-й гвардейской армии, а также на курсы в артиллерийском полку. А дальше отучился на снайпера-наводчика. За отличное освоение боевой техники его назначили заместителем командира роты, потом командиром огневого взвода и командиром батальона. Эдем Смаилов принимал участие в битве под Сталинградом на форсировании рек Днестр, Днепр и Прут. Дошел до городов Ясс и Братислава. После Венгрия и Чехословакия. За оборону Кавказа он был награжден орденом Красной Звезды. Везде, где он был, вот это самое главное для меня, что он везде отличался своей смелостью. Показывая, он был командиром роты, и он показывал свое мужество, смелость преданным, воинам, защищая свою родину. О событиях мая 1944 года мужская половина крымско-татарского народа ничего не знала. Они наряду со всеми народами защищали страну. Многие погибали. Несмотря на героизм, который они проявляли на фронтах, весь крымско-татарский народ был выслан из Крыма на Урал и в Среднюю Азию. После окончания войны, дядя вернулся со всеми военными, которые отслужили после окончания войны, вернулись на свою родину, в Крым. Приезжая в свою деревню, в свой родной край, он не находит своих родственников, свою семью. И дальше его оттуда депортируют в Узбекистан. В Средней Азии Эдем Смаилов получил образование, стал преподавателем истории в Ташкентском университете. Однако его ранения часто напоминали о себе. За годы войны Эдем Смаилов был ранен 5 раз и подвергся контузии. После лечения он возвращался опять на боевой путь, продолжал воевать. Пуля, застрявшая у него, были несколько операций, но одна пуля у него очень глубоко засела, и его невозможно было удалить. И он жил с этой пулей. Одно из ранений стало фатальным для Эдема Смаилова. Пуля всегда беспокоила ветеранов, вспоминает племянница. В 1973 году в возрасте 50 лет Эдем Смаилов скончался в Средней Азии. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет.